случае с паническими атаками обязательно осознавать причину возникновения своих симптомов. Нужно в первую очередь осознать, что дело в вашей психике, дело в ваших страхах. Внутричерепное давление — это не самостоятельное заболевание, это синдром. Выставление такого диагноза так часто вообще неправомерно. Если мама сама выучит общие движения для массажа и будет сама делать массаж своему ребенку, это полезно не только для физического развития, но и для налаживания психологического контакта с мамой. Ой, простите, извините, я только спросить. Добрый день, это очередной выпуск цикла «Я только спросить». Наши гости врачи, а эту фразу чаще всего можно услышать в поликлиниках или в больницах. Этот цикл мы пишем совместно с медицинским центром Фараби. Сегодня у нас в гостях невролог клиники Нигора Хаджаева. Протрузия, боль в спине, позвоночная грыжа, мигрени. Одним из этих заболеваний сейчас страдают практически все. Кстати, перенесший коронавирус очень часто жалуются на панические атаки и на постоянную тревожность, а еще хроническую усталость. Об этом мы тоже будем говорить. Нашим слушателям хотела напомнить, что в конце программы у нас есть небольшой подарок от центра Фараби. Если вы ответите на вопрос, который прозвучит в конце программы, вы сможете выиграть сертификат. А какой, я расскажу позже. Нигора, что лечит невролог? Раньше он назывался невропатолог. С какими симптомами мы к нему идем? И нужно ли вообще к нему ходить для профилактики? Самые часто встречаемые заболевания и симптомы, с которыми обращаются пациенты к неврологу, это боли, любые боли, чаще всего головные боли, боли в спине, боли в теле, в конечностях, если это не касается других соматических заболеваний, нарушение памяти, нервозность, раздражительность, нарушение сна. Это все к вам. И сейчас, наверное, у вас пациентов очень много. Да, с такими симптомами, да. Но кроме этого есть еще и намного сложные заболевания, такие как инсульты, рассеянный склероз, паркинсонизм, эпилепсия, миостения. Эти заболевания чаще всего проявляются недостаточностью функций двигательных, чувствительных, мозжечковыми симптомами, то есть очень много заболеваний. А для профилактики мы идем к вам? Для профилактики единственное, если пациент уже имеет установленный диагноз какой-то неврологический, если у него есть сопутствующие заболевания, как гипертоническая болезнь, сахарный диабет, то есть пациенты в группе риска. А так надобности так часто посещать невролога нет. А правда ли, что если болит спина, это обязательно либо межпозвоночная грыжа или остеохондроз? Не всегда. На приеме большая часть пациентов с жалобами на боль в спине все-таки не имеют межпозвоночную грыжу, протрузии, либо они есть, но они никак не сдавливают, не раздражают спинной мозг, корешки нервные. Либо остеохондроз почти у всех он обнаруживается, но он не дает такие боли. Чаще всего это все-таки не специфическая боль в спине, она связана с неправильной гигиеной, физической нагрузки, малоподвижным образом жизни, и вообще нехваткой физической активности в жизни. А медикаментозно лечить не нужно? Такую неспецифическую боль в спине? Такую боль, если в стадии обострения пациент обратился с сильными болями, с невозможностью повернуть шею или определенные движения, если вызывают сильную боль, мы лечим для снятия вот этого приступа, а в дальнейшем отпускаем его с рекомендациями заниматься, то есть начать регулярно заниматься физической культурой, направленной на поддержание здоровья позвоночника. Это как у нас радикулит.
Самое распространенное, да, заболевание такое, не специфическое тоже. Радикулит, дословно это переводится как воспаление корешка спинного мозга. Здесь как раз сдавление корешка либо там измененными телами позвонков, либо сдавление грыжи, протрузии. Как раз таки здесь причина есть все-таки очевидная. А с головной болью когда нужно идти к врачу? С головной болью, если пациент начал страдать от головной боли в течение долгих месяцев и с каждым месяцем все чаще и чаще, если пациент злоупотребляет обезболивающими препаратами, то есть больше 15 дней в месяц употребляет обезболивающие препараты, если появилась внезапно, впервые возникшая вот необычная головная боль. Также бывает резкая, сильная головная боль с ощущением взрыва внутри головы, либо разлитие горячего кипятка. Здесь нужно всегда исключать вторичную причину, то есть там в зависимости от симптомов врач направит на необходимые обследования. Чаще всего женщины, да, страдают мигренью. У мужчин это реже проявляется. Есть, но реже, да. А можно ли как-то... Я понимаю, что вот у меня, например, бывают мигрени, есть такое небольшое предчувствие, такая аура, да, когда ты вот чувствуешь, что вот у тебя через несколько часов тебя накроет. Ну, мигрень, как правило, у меня там происходит, она такая вот классическая. Сначала болит очень сильно голова, потом, возможно, рвота, а потом наступает облегчение. Можно ли какие-то применить профилактические меры для того, чтобы немного снизить, да, вот у меня, например, мигрени случаются раз в месяц, раз в 2 месяца. Хотелось бы, чтобы хотя бы раз в полгода это было. Что можно будет сделать для этого? Лечение мигрени само предполагает профилактическое лечение и устранение приступов. Профилактическое лечение, как правило, применяется, если приступы мигрени очень частые, сильно беспокоят, или вот не такие частые, как у вас, но все же тяжело переносимые приступы. Для профилактики в первую очередь это нужно наладить сон, режим сна, обязательно ложиться и вставать в одно и то же время, спать достаточное количество времени в сутки, питание обязательно, не пропускать приема пищи, избегать факторов риска, то есть у каждого пациента с мигренью есть триггеры приступов. Как правило, они сами знают, у кого какие факторы усугубляют или провоцируют возникновение. Чаще всего это вот стресс, недостаточный сон, голод, определенные продукты питания, сыр, вино, виноград, шоколад, кофе. То есть, у всех это индивидуально. Я сейчас прокручиваю, какие у меня триггеры. В принципе, их знаю. Это самое главное, это недосып. У меня чаще всего это. А нужно ли делать МРТ обязательно, если, например, болит спина или голова? Есть система красных флажков. Это как шпаргалка для врачей. Определенный перечень симптомов, при которых врач обязательно должен направить на МРТ, КТ, то есть обследовать. Но чаще всего это врач ставит диагноз на основе жалоб пациента клинически. То есть в любом случае пациент сначала должен подойти к врачу и затем уже, если нужно будет, дойти до МРТ, КТ. Хроническая усталость. Это вот прямо сейчас бич, особенно после перенесенного ковида. Что делать? Можно ли обойтись без медикаментозного лечения? Синдром хронической усталости, как правило, лечится именно не медикаментозно. Физическая активность, опять же, здоровый образ жизни, приведение в тонус, то есть питание. Плюс нужно обязательно исключить все недостаток микроэлементов, витаминов. Очень часто сниженный ферритин, это скрытый железодефицит, дает такие симптомы. Наладить обязательно, исключить все дефицитные состояния и только затем наладить режим, привнести физическую активность, питание, душ тонизирующий и вообще всякие тонизирующие мероприятия. Лекарства еще не придумали.
А с паническими атаками и тревожностью что нам делать? Если эти эпизоды не настолько частые, и если вы думаете, что вы можете справиться без помощи психолога или медикаментов, то с тревожностью можно работать с помощью литературы специальной. Есть книги для людей, которые могут сами над собой работать именно над своей тревожностью. Есть упражнения различные на YouTube, можно очень много видео найти. Психологи обучают техникам борьбы с тревогой, с паническими атаками. В случае с паническими атаками обязательно осознавать причину возникновения своих симптомов, то есть у кого-то это резкие внезапные головокружения, у кого-то сердцебиение, задержка дыхания, ощущение нехватки дыхания, скачки давления. Нужно в первую очередь осознать, что дело в вашей психике, дело в ваших страхах, и во время панических атак научиться самоуспокаиваться, считать до 10, дышать, дыхательные техники применять и анализировать ситуацию, то есть объяснить себе, что от этого я не умру, от этого никто никогда в обморок не упадет, то есть ничего страшного с этим не будет. Как только я успокоюсь, все это пройдет. Я просто один раз видела у моей одной знакомой паническую атаку. Угу. Я знала, что там такое есть, но когда это увидела, я была в шоке, что она вот так вот в офисе легла, накрылась пальто, она говорит, мне кажется, что у меня сейчас случится инсульт. И она вот так вот в темноте, накрывшись пальто, пережидала ее. Но это было, там без медикаментов не обошлось, конечно. Она пыталась работать над собой и так далее, но медикаменты, они имеют еще риски же свои, то есть это же втягивает. И потом слазить с них, и я видела процесс, когда она слазила с них. Это было тоже довольно страшно. Насчет лечения панических атак, первая линия терапии — это антидепрессанты. Вопреки всеобщему мнению, антидепрессанты не вызывают зависимости. Если слишком рано отменили антидепрессант, до того, как он еще успел вылечить организм, может быть синдром отмены не из-за того, что он зависим человек, а потому что он не долечился, еще нехватка в крови уровня достаточного количества серотонина, энкефалинов, это влияет на возникновение опять старых симптомов. А транквилизаторы, они, могут вызывать зависимость, и поэтому они не разрешены для длительного применения. Обычно максимум 20 дней разрешается применение. Там не были простые антидепрессанты, что там уже как мертвым припарка была. А давайте перейдем к тем вопросам, которые волнуют родителей. Да, когда первый раз ребенок встречается с неврологом? Первый плановый осмотр невролога должен пройти в 1 месяц ребенка, затем в 3, в 6, в 9, то есть каждые 3 месяца. То есть так часто, у нас получается 2 года, получается. Невролог наблюдает за развитием психических, моторных функций ребенка, то есть это все время нужно наблюдение. Как подготовиться родителям к визиту? В первую очередь, наверное, вспомнить будет лучше, если записать все свои вопросы, все свои волнения, жалобы ребенка. Если имеются какие-то результаты обследований, заключения других врачей, все это захватить с собой. Важно подготовиться к самым часто задаваемым вопросам доктора. Это как протекала беременность, роды, сколько спит ребенок в сутки, какой у него сон, тяжело ли укладывать, как прикладывается к груди ребенок, не бывает ли частых излишне обильных срыгиваний у ребенка. Если это ребенок постарше, то желательно вести график возникновения первых навыков у ребенка. Это когда он начал переворачиваться, узнавать родителей, улыбаться, гулить, когда начал ползать. То есть все эти моменты очень важны для анализа здоровья ребенка. Раньше я помню, просто у нас педиатр приходила и прям записывала, открываешь советскую карточку, ты прям видишь, 3 месяца он там гулит, переворачивается и так далее. Все очень подробно прописывалось. Сейчас, к сожалению, так подробно не прописывают врачи. И очень жаль. Это важно. Родители, очень важно, чтобы родители это прописывали. Да. Все.
А каких неврологических заболеваний нужно опасаться у ребенка на 1 году, а каких нет? Если беременность, роды протекали нормально, никаких факторов риска нет, опасаться ничего не надо. Единственное, наблюдать, то есть вот за развитием ребенка. А так самые часто встречаемые заболевания первого года жизни ребенка это, наверное, гидроцефалия, микроцефалия, задержка моторного развития, задержка психического развития. Это уже в течение... А нам очень часто ставят всем. Это внутричерепное давление. Практически сейчас, наверное, каждому второму, если не первому. Так ли часто это бывает? Почему-то я просто в советское время никому не ставили внутричерепное давление, причем это же все еще назначается потом вот с таким огромным списком медикаментозного лечения. Внутричерепное давление — это не самостоятельное заболевание, это синдром, может возникнуть в результате других заболеваний. И самые яркие симптомы проявления этого заболевания — это если ребенок до года роднички еще не заращены, нарастание объема головы, то есть голова очень сильно увеличивается, заметно невооруженным глазом. Ребенок очень беспокойный, часто обильные срыгивания, головные боли, если это ребенок постарше, сильные головные боли, распирающие изнутри. Крик мозговой называется. Это очень громкий крик, не похожий на обычный плач ребенка с требованием чего-то. То есть видно, что ребенку очень плохо, он страдает. Или очень монотонный, однообразный плач постоянно у ребенка. И определенные симптомы, которые уже заметит сам врач при осмотре. То есть такого частого выставление такого диагноза так часто вообще неправомерно. То есть такое врач заметит только если у ребенка есть какая-то действительно тяжелая патология с нарастанием внутричерепного давления, что в будущем приводит к гидроцефалии и определенным проблемам. То есть если есть опухоль головного мозга, если кисты какие-то сдавливают проходы ликворопроводящие пути, это ликвор в голове, он должен циркулировать в голове и в спинном мозге. Если вот эти протоки закрыты, в этом случае будет повышение внутричерепного давления. А вот так вот просто у здорового ребенка, у которого есть колики, и он все время кричит, или гиперактивный ребенок, который хочет все время сидеть на ручках у мамы, их лечить и залечивать не стоит. Я однажды тоже пошла, и нам не в 2 месяца, правда, поставили, да, это был первый осмотр перед прививкой, а в 11 месяцев, по-моему. И тоже зачем-то написали. И вот такой список дали. Я еще купила лекарства и пришла домой и сказала, что-то как-то нет. Отказались мы. И у нас, в принципе, никаких проблем вообще не было. То есть я не знаю вообще, на основании чего нам поставился этот диагноз, даже не помню. Но она развивалась, она к тому времени уже и начала говорить, и ходила, и так далее. Вот что-то решили. Допустим, такие симптомы, как тремор, дрожание подбородка, дрожание ручек, посинение носогубного треугольника, мраморность кожи ребенка, или потливость головы, или потирание головы все время. Это не говорит о том, что у ребенка есть внутричерепное давление, повышение внутричерепного давления. Да, как раз вот я вспомнила, нам поставили этот диагноз на основании вот этой синюшности, да, когда она плакала. Это все обусловлено недоразвитием нервной системы младенца. Головной мозг вообще развивается, созревает до 7 лет. И ребенок, родившийся только что, у него еще нет вот этих навыков моторных, нет коррекции, нет коррекции тонуса, движений, то есть система, которая контролирует плавность движений, она еще несовершенна, и в связи с этим могут быть такие симптомы, как дрожание, гипертонус, гипотонус, а насчет посинения носогубного треугольника, изменения окраски кожи тела.
Это связано с незрелостью вегетативной нервной системы. То есть со временем, проживая жизнь, ребенок, адаптируясь к внешним условиям, его нервная система самостоятельно созревает, и эти симптомы сами проходят сами по себе. И лечить их не надо. Лечить не нужно ничего. Спасибо большое. Если малыш упал с кроватки или коляски, к неврологу обязательно бежать? В первую очередь нужно наблюдать сразу после падения, нужно посмотреть место удара головы, допустим, ощупать, нет ли там перелома, нет ли вот крепитации, то есть ощущение движения осколков костей, нет ли сразу после падения обморока. Нужно наблюдать за ребенком в течение нескольких часов. Если нет посинения за ушной области, посинения под глазами, вокруг глаз, симптом очков, может быть. Если нет рвоты, если нет излишнего крика, то есть если этот ребенок постарше, то он может жаловаться на головную боль. То есть если этих всех симптомов нет, то идти к врачу не обязательно. Но если что-то подобное заметить или если вообще поведение ребенка каким-то образом изменится, то есть некоторые дети могут стать гиперактивными, гипервозбужденными, некоторые, наоборот, сонливыми, слишком вялыми. В этом случае лучше один раз сходить и обследоваться. Хотя бы для профилактики, для успокоения. Да. В каких случаях ребенку действительно необходима срочная консультация невролога? Не обязательно, что если бы он упал и так далее. Просто вот это может быть и месячный, может быть, чуть-чуть постарше. Срочно, наверное, возникновение судорог любых. Обязательно нужно исключить, есть ли эпилептический приступ, либо это другой тип судорог. Еще срочно. Внезапное возникновение сильной головной боли. То есть у детей такое тоже бывает. Резкая, необычная головная боль. Если появились очаговые симптомы, это, например, онемение в какой-либо части тела, то есть на самом деле серьезно, то есть не ощущения такие вот мурашки, покалывание, да, а именно человек не чувствует вот прикосновения, допустим, болевые раздражители. Если перестает работать рука, нога, теряется сила, даже если работает, но очень слабо, то есть сила уменьшилась. Если появляется асимметрия лица внезапно, если речь становится смазанной, ненормальной, в таких случаях нужно незамедлительно обращаться к врачу. Да, если наши слушатели думают, что инсульта не может быть у ребенка, он как раз-таки может быть. Просто сейчас вы начали перечислять и симптомы перенесенного инсульта. Просто у нас сосед в 12 лет, мальчик, перенес ишемический инсульт. Казалось бы, это вот и сначала даже никто не понял, что случилось с ногой, а ему предложили тугую повязку, возможно, это ушиб и так далее, и пока они поняли, что что-то не то, прошло такой длительный период времени. Они поняли, что нужен именно невролог. Чаще всего это связано с аномалиями развития сосудов головного мозга у детей. Так и случилось, да, на самом деле. Один был недоразвитый, а другой был кто-то еще там. В какие процедуры вы считаете обязательными для грудничков? Массаж, плавание, зарядка? Назвать их обязательными я не могу, но они очень хорошо помогают развиваться, помогают улучшать моторное развитие. Зона моторного развития расположена очень близко к зоне речи. То есть стимуляция этой зоны приводит к стимуляции и речи. То есть есть часто родители, которые переживают именно о том, что дети говорят, еще никак не собираются начать разговаривать. Если ребенок болен чем-то, у него есть парезы, либо гипертонус, гипотонус. В этом случае
как бы основа лечения — это все-таки вот реабилитационные меры, это массаж, плавание, лечебная физкультура. Это для того, чтобы мы научили мозг заново осуществлять свою функцию. А так, в принципе... Это полезно, но, например, массаж, если ребенок кричит, орет, извивается, истерит во время массажа, да, это не нужно. Как раз именно если мама сама там выучит общие движения для массажа и будет сама делать массаж своему ребенку, это полезно не только для физического развития, но и для налаживания психологического контакта с мамой. То есть они будут на чуточку ближе друг к другу. И доверие будет у них. А так самое главное пальчиками заниматься, да? Мелкая моторика, да, помогает развивать речь лучше. Егор, смотрите, еще один вопрос. Мы говорили про судороги, и я вспомнила, что судороги ведь случаются и при высокой температуре. Да. А нужно ли сразу после этого бежать к неврологу? В тот же час вы не имеете в тот же час, в тот же день, например, или через день, или в течение недели. Ну, желательно, да, потому что нужно исключить вообще, судороги были эпилептического характера или все-таки это были фибрильные судороги. Нужно будет провести ЭЭГ и на основе результатов уже наблюдать ребенка. Ну, как правило, фибрильные судороги, они сами по себе проходят, их лечить не нужно. Единственное, вот тщательно наблюдать. То есть один раз сходили к неврологу, сделали ЭЭГ, исключили, все, успокаиваемся на этом и стараемся не допускать повышения температуры, излишне высоких цифр. Спасибо большое. Вы очень Спасибо подробно вам. все рассказали, и я хочу напомнить, что у нас небольшой подарок, точнее, это розыгрыш от медицинского центра Фараби. Тот, кто первый ответит на наш вопрос, который я сейчас зачитаю в комментариях на нашей странице в YouTube, в Фейсбуке или в Инстаграме. У нас как раз будет 4 сертификата. Вы сможете выиграть сертификат «Пакет. Здоровые суставы». В пакет входит общий анализ крови, общий белок, альбумин, мочевая кислота, АСО, я не знаю, что такое АСО, ревматоидный фактор и С-реактивный белок. То есть это пакет анализов. Всего 4 сертификата. Если вы не успели ответить на Фейсбуке, бегите на YouTube, подписывайтесь и отвечайте там. А теперь вопрос. Назовите аббревиатуру 4 основных критериев диагностики инсульта в домашних условиях. Дерзайте. Пока. Спасибо большое, Егор. Спасибо вам. Я только спросить.